Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Хотя к вам так обращаться как-то даже странно немножко, поскольку в большинстве своем вы уже опытные профессионалы, работающие в школах или в других заведениях. И я как руководитель программы «Русский язык и литература в поликультурном пространстве» очень рада тому, что вы решили повысить свою профессиональную квалификацию и, имея за плечами образование в виде полученное на бакалавриате или специалитете, вот решаетесь поступать в магистратуру. Обратите внимание, что наш профиль подготовки реализуется в рамках направления педагогическое образование. Это очень важное направление именно для тех, кто собирается работать в системе образования. И в школах, в колледжах сейчас очень востребованы, нужны учителя, имеющие академическую степень магистра педагогического образования. Расшифрую две аббревиатуры. ОЗО – это отделение, так сказать, заочного обучения, имеется в виду заочная форма обучения, а ДОТ – это дистанционные образовательные технологии, которые используются в рамках заочного обучения. Это очень современный, оптимальный, удобный именно для работающих учителей формат. Я сейчас не буду рекламировать нашу программу, соответствующая презентация есть на сайте нашего университета. А сейчас я проведу консультацию для того, чтобы вы могли справиться с экзаменом по русскому языку и литературе. К сожалению, в этом году мы его проводим в формате тестирования, поскольку живое собеседование невозможно в нынешних условиях провести. Обращаю ваше внимание на то, что оценивание будет проходить по 100-бальной шкале. 100 баллов – это, естественно, максимум. Вам, чтобы успешно выдержать конкурс, достаточно преодолеть минимум. Это 60 баллов. Кто получит больше баллов, это, конечно, только лучше. Гарантия для гарантированного поступления. Время экзамена стандартное – 60 минут. И хочу подчеркнуть, что доступ к экзамену будет открыт с 9 часов до 3, до 15:00. И вот в этот период, в удобный для себя час, можно будет зайти в систему. Имейте в виду, что самое позднее время входа в нее – это 14 часов, поскольку остается только 1 час. Пересдача не предусмотрена, поэтому вы заранее проверьте в своем личном кабинете, есть ли у вас доступ к системе, открываются ли для вас задания, и потом уже приступаете к их выполнению. А сейчас я расскажу вам, на какие разделы нашей предметной области русский язык и литература вам нужно будет обратить внимание. Смотрите, структура и содержание экзамена определяется заданиями, которые в равной степени имеют отношение как к русскому языку, так и к русской литературе. Естественно, весь
объем программы по этим предметам мы не можем вот через тесты проверить, поэтому тут избирательный подход мы реализуем. Для проверки знаний, умений, навыков по русскому языку вам будут предложены тестовые задания, связанные с лексическим и синтаксическим разбором, который традиционно в школах проводится. Ну, а в рамках второго раздела «Русская литература» вам будет предложено задание, связанное уже с проблемно-тематическим и стилистическим анализом художественного текста. И поскольку большая часть потенциальных магистрантов наших уже в школах работают, имейте, пожалуйста, коллеги, в виду, что материалы экзамена в основном связаны с тем содержанием, которое есть в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Так что это для вас как бы некий аналог ЕГЭ. И бояться не нужно. Чтобы успешно справиться с заданиями тестовыми, которые по тексту даются, взятому из произведения нашего земляка, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, я рекомендую вам прочитать, пересчитать его произведение под названием «Детские годы Багрова внука». И с одним из фрагментов этого произведения вы на экзамене и будете работать. Что проверяют тесты? Во-первых, знание филологической терминологии. Ну, она в равной степени используется и в русском языке, и на занятиях по русской литературе. Ну, вот первые понятия – это проблематика, которую понимание которой ученики должны демонстрировать на экзаменах после основной и средней школы. Так что учитель тоже с этим должен справиться. Ну, второе понятие, которое вот в одном из тестов мы используем, это субъект повествования. Так сказать, предполагающий ответ на вопрос, кто говорит. Ну, поскольку я вам уже сказала, что тесты будут связаны с текстом, с фрагментом текста произведения Аксакова «Детские годы Багрова внука», то естественно, что субъект повествования в этом произведении один. Это автобиографический герой-рассказчик. Но понимать суть этого понятия, вот, правильно его выбрать в перечне других примеров нужно. Ну, а дальше идет элементарный перечень средств языка, которые используются художниками слова, писателями и поэтами. Ну, самый первичный, простейший троп, самый первичный, простейший троп – это эпитет. Вы вот видите, он здесь обозначен. И простейшая, тоже первичная фигура речи уже – это повтор, на основе которой возникают другие фигуры речи или синтаксические средства. Ну, понятно, что не такой уж совсем минимальный набор тропов и фигур речи вам будет предложен. Но в любом литературоведческом словаре вы эти понятия найдете и сможете их повторить. Это то, что касается знания общефилологической терминологии.
еще раз предупреждаю, что в тестах вам надо будет выбрать, правильно выбрать тот или иной троп, фигуру речи, термин, который соответствует предложенному примеру. То есть надо определение знать и соотнести его с конкретным примером. Во-вторых, тесты проверяют знание лексики, словоупотребления. Но в основном задания связаны с проверкой культуры речи, то есть с умением найти, определить ту или иную лексическую ошибку. Ну, я думаю, что с этим заданием наши будущие магистранты легко справятся. Следующее задание, оно тоже очень часто в тестах фигурирует, связано с правописанием. Ну, большей частью, видите, тут вот сразу обозначено, что это суффиксы. Ну, конечно, могут быть и другие примеры, которые связаны с определенными правилами правописания в русском языке. Ну и, наконец, тесты будут проверять знание пунктуации, то есть какие знаки препинания в простом и сложном предложениях нужно ставить. Опять-таки вам будут предложены небольшие текстовые фрагменты, в которых надо будет расставить те или иные знаки препинания. Ну вот я уже, по сути, к концу приблизилась, и мне остается только пожелать вам удачи на экзамене. И поскольку консультация в записи проходит, вы ее потом увидите на канале YouTube. И если возникнут вопросы, обратиться с ними по почте электронной, вы ее на слайде видите. Еще раз удачи, ни пуха, ни пера, и до встречи в наших университетских аудиториях. До свидания.